Улица Набережная расположена вблизи реки. Эти 50 соток еще с давних пор были местом сходов граждан и проведения различных массовых мероприятий, в том числе и забоя жертвенных животных на праздник Гурба. Вот только с 2016 года от бывших 6 участков территории осталось всего 2. Остальные перешли в право собственности. Это категорически не устроило местных жителей. Дез ждали, дезом бедство, дезом убито, ты цена охош мы безица, укус, я сагат ирвяш, дали дети, можно хиребеха, юрцера, деля, дез ждут. Ответ властей не заставил долго ждать. Глава региона Махмуд Али Калиматов поручил местной администрации взять это дело на особый контроль. Глава Сунжи Аслан Умаров встретился с жителями окрестных улиц. Заверил, что вопросом занимаются уже не первый месяц, и большой объем работы уже выполнен. Вообще, ходя ляхты, хаика, еще участки, сага выделения ханя, муниципальные ляхты, же одно хандакс, я ляхты где. Так, хотя ляхты, халха выписка из постановления администрации города, да, я начну сага да, ой, еще выписка ханс уз бихацун кегнах, иса представитель общественного совета, госсовет депутатов будешь, еще ляхты у открыт в городе халдаин выписка же, прыщу халдаин ханя, же аннулировать я. Да, ляхты уже юхнен муниципалитете городе хафин. Если достаточно ляхты право собственности оформить я должен. Царь отца приладу ляхты право собственности суде да что на аннулировать ляхан халка. С право собственности аннулировать решение суда Росреестра халчахта ханят, ханс из Росреестра халчахта. Ханс дал яндали охкера с право собственности аннулировать еги, дал яндали охкера за решение хаяни стоян. Выясняется, претензии жителей полностью обоснованы. Участки земель действительно переданы под индивидуальное жилищное строительство незаконно, а некоторые даже подпадают под уголовную статью мошенничества. По каждому была проведена тщательная проверка. Данные материалы подготовлены и направлены в прокуратуру, потому что там усматривается и состав преступления мошенничества. Но это будут разбираться уже правоохранительные органы. Наша задача – это вернуть земли муниципалитету. Далее уже с учетом мнения населения администрации города по итогам завершения этой работы будет направлен соответствующий документ в Министерство имущественных отношений Республики Ингушетия с просьбой объединить эту территорию и отделить ее как территорию сквера или парка, где местные жители смогут отдыхать, поскольку данная зона является прибрежной. Решение по этому вопросу устроило обе стороны. Остается только ждать решения суда. Как заверили в администрации, на это нужно как минимум месяц. Просьба у местных только одна – подтверждение передачи земель на баланс города официально, на бумаге. По такому-то земельному участку проведена такая-то работа. Земельный участок на имя таких-то аннулирован или проводится дополнительная проверка по этим земельным участкам. Иного собственника не должно быть там. Хайна сукят, в 17 веке ходили. Сухаяха чайоку на ердикят, ходаю в такят. Ответ. С Бог берега юридически завершить обязаловки обращение, письменный ответ халдейта до. Это обращение возьми. Мы можем и сейчас промежуточный ответ прислать. Пхлят уже юхдинте. Я для цадас делал за прокуратуры, да цабут ахбот эштхаезыш. Ну, скорее всего, можем промежуточный ответ дать, что 5 земель уже вернулись. Можем дать по итогу ответ, что все 6 земельных участков возвращены официально. Официально ходил еще. В ходе встречи приняты на контроль еще ряд земельных вопросов в городе. А насчет участка по улице Набережной окончательно все будет ясно через несколько месяцев, когда землю передадут на баланс города. Идрис Ижиев, Магомед Дидигов, Новости 24.